Работа с новостями в эпоху новых медиа, современные тренды и видеоформаты, секреты ведения новостного телеграм-канала, искусственный интеллект в работе журналиста, особенности съемки на камеру и смартфон. Все это вошло в двухдневную программу школы «Арти» для слушателей в Абхазии. Здесь собрались журналисты, блогеры, студенты медиаспециальностей, все, кому интересна медиасфера. Мы постарались привести максимально разностороннюю программу, так как мы приглашаем участников, заинтересованных в том, чтобы прокачать свои медиа-навыки, вне зависимости от того, являются они профессиональными журналистами или блогерами, или неравнодушными энтузиастами, которые хотят продвигать бренд своей страны, своего края, может быть, и свое личное дело, почему нет. Денис Воуба 3 года работает оператором и монтажером в информационном агентстве «Очимчира Информ», освещает события в районе, стремится совершенствовать свои навыки и в области написания текстов. Я пишу на абхазском статье, я озвучиваю иногда, то есть в роли корреспондента тоже выступаю. Вот мне больше всего запомнилось то, как нужно правильно подавать новость, правильно писать тексты. И с нетерпением жду следующих спикеров. Очень интересно, очень хорошая атмосфера. Спасибо всем организаторам за такую возможность. Лорена Симонова, будущий программист, планирует вести свой лайфстайл-блог, поэтому решила принять участие в интенсиве. Потому что мне интересна эта тема. Я на данный момент не занимаюсь блогерством, но хочу начать развиваться в этой сфере. Мне понравилось, что не просто рассказывают лекции, а делятся именно опытом, реальные кейсы. Лекции читают профессионалы. Школа «Арти» – это насыщенная программа с лучшими специалистами в каждой сфере. Как создавать новости, которые цепляют с самого начала, как сохранить объективность, четко отделяя факты от эмоций, как выстроить структуру материала, чтобы читатель не потерял интерес на середине текста. На все эти вопросы ответила руководитель службы выпуска «Арти Интернешнл» Мария Зелеранская. Она поделилась приемами создания динамичного и современного новостного контента, отметив активность и профессионализм абхазской аудитории. Вопросы от абхазских журналистов поступают самые разные и заставляют задуматься. В современном мире контента, когда все смотрят все, все-таки новостная журналистика остается каким-то барьером. Должна сохранять какой-то стандарт. Этический в первую очередь, но при этом все равно соревноваться с теми, кто покажет что угодно, да, в интернете. Мы ездили много куда, и Абхазия для меня запоминается все время тем, насколько активно люди участвуют, насколько им интересно, это видно, это очень активная аудитория. Это очень интересная аудитория, которая меня вообще как спикера заставляет прямо задуматься над вопросами. И порой у меня нет готовых ответов, несмотря на то, что я лекции читаю давно и часто. И это очень приятно. То есть нас здесь принимают не просто тепло или дружелюбно, а просто с большим интересом к тому, что мы делаем. А это всегда классно, очень. В школе «Арти» принимают участие около 200 человек. Некоторые слушатели приехали из Москвы, как, например, заместитель начальника управления социальных медиа и визуальных коммуникаций Центра просветительских инициатив Минпроса России Нина Матюхина. Мы можем слушать огромное количество спикеров, мы можем смотреть огромное количество лекций, но только когда мы взаимодействуем друг с другом, мы учимся друг у друга, потому что каждый друг другу учитель, это важно. И, безусловно, тот опыт, который мы можем сейчас перенять, даже, возможно, какой-то инсайт, возможно, какая-то мысль, которая была очевидна, но в то же время не очевидна для многих, она поможет построить и классные сюжеты. Первый день интенсива прошел в Сухуме, второй состоится в Гагре. И там, по словам организаторов, слушателей ждет много интересного, в том числе и сюрпризы. Гугуца Вардания, Камила Джопо, Абхазское телевидение.